До выбора в органы местного самоуправления остается не так много времени. 8 ноября они должны пройти. Итоги работы действующего созыва собрания Гагарского района подведем в студии. С нами глава собрания Астан Агарба. Астан Заканович, спасибо, что с нами здесь. Добрый день, добрый день. Астан Заканович, 4 года позади. Конечно же, хочется поговорить о том, что успели, что самого важного, вот какие инициативы вами были реализованы в рамках собрания района. Давайте начнем с этого. Какими были эти 4 года для вас? Ну да, действительно, как вы все знаете, сегодня у нас в стране будут проходить выборы в органы местного самоуправления в соответствии с нашей Конституцией. Как известно, на всей территории Республики Абхазия существует и признается местное самоуправление. В своей работе мы, депутаты местного самоуправления, депутаты собраний, руководствуемся действующим законодательством, в первую очередь, это Конституция нашей страны. Далее у нас есть закон об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия, который был принят еще в 1998 году. И вот в соответствии с этими документами, нормативными актами мы и в своей работе руководствуемся и работаем. Кроме этого, как известно, мы, депутаты уходящего собрания, в начале еще созыва, 7-го созыва, проводя предвыборную кампанию, предвыборную агитацию, общаясь со своими избирателями в своих селах, в своих территориях, в городах, было много, обещано, много вопросов было у наших избирателей, и мы, депутаты, за время своей работы, каждый из нас постарался сделать для своих избирателей, для своих территорий, оказать какую-то посильную помощь своим избирателям, оказать какую-то помощь территориям. И сегодня вот уже можно сказать, что эти 4,5 года прошли успешно, потому что, вы знаете, сегодня в нашей стране, как и в всех районах, идет активное развитие и экономики, и активно идет строительство нашего государства, и в этих всех процессах местное самоуправление, депутаты местного самоуправления принимают самое активное участие. Это первое. Второе, конечно, не все, что было в начале созыва поставлено перед задачами, не все задачи, которые были поставлены перед депутатами, конечно, не удалось решить. Это и есть объективные факторы, и субъективные факторы. Вы знаете, что первые вопросы, основные вопросы, которые сегодня рассматривают местные собрания, это в первую очередь вопросы местных бюджетов, а потом вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которые они накопились в наших городах. Очень много вопросов. Дальше вопросы тарифной политики мы рассматриваем. Далее оказание материальной помощи нашим гражданам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. В основном эти вопросы. И эти не самые такие легкие вопросы, которые можно за один раз, за один созыв решить, но в этом направлении шла наша работа. Астан Заканович, вы сказали, что не все задачи, которые вы ставили перед собой в самом начале, удалось решить. Вот вы имеете в виду жилищно-коммунальный сектор. Понятно, что эти проблемы копились годами. Но я знаю, что вы в том числе и много работали над градостроительными нормами. Вот этот вопрос на какой стадии? Удалось ли как-то продвинуться в решении? Вы знаете, в соответствии с законодательством местные собрания, местное самоуправление не имеет права законодательной инициативы, но вместе с тем мы активно работали и в плане создания нормативно-правовых актов, проектов этих актов, которые бы сегодня упростили бы, улучшили бы жизнь наших граждан. Поэтому очень много работы велось именно по этому направлению. Мы знаем, что недавно парламент принял градостроительный кодекс, он долго прорабатывался. В этой работе активное участие приняли и депутаты, в частности, нашего Гагарского районного собрания. И многие наши пожелания, многие наши замечания, предложения были в этом акте учтены. Но вместе с тем,
Конечно, всех вопросов, ну, это сложно сразу же все это предусмотреть. Любой законодательный акт, любой закон, он в дальнейшей своей работе, ну, в жизни, он показывает свои недостатки, и далее можно будет уже туда вносить соответствующие изменения. Ну и вот мы сейчас начали работать по этим новым правилам. В принципе, по ходу работы выявляются проблемные вопросы, и вот мы сейчас формируем новые предложения к этому нормативному акту. Вот ближайший пример, вот у нас тоже вопросы по, как вы знаете, с 1 октября вступил в силу новый закон о кадастре, тоже который вызвал очень много бурных обсуждений и на местах, в частности на местах. И здесь также наши депутаты, мы совместно с структурами местного управления проводим консультации и вот будем вносить соответствующие изменения в этот закон. Ну, не мы, но парламент будет вносить, а мы будем уже свои предложения туда направлять. Ну и вот, в принципе, вот такая работа именно по нормотворчеству, по законодательным актам мы проводим у себя в собраниях. Пока у нас не было информации о том, какое количество по Гагарскому району вообще в этом году баллотируется в Ну, я вам скажу, органы у местного нас самоуправления. зарегистрирована наша районная избирательная комиссия, уже регистрация закончилась, 49 депутатов на 20, 49 кандидатов на 25 депутатских мест собраний. Есть ли участки, где будут Да, безальтернативные? есть и такие участки, где будут проходить выборы без альтернативы, есть участки, где до 3 и более кандидатов баллотируется, то есть... Почему я спрашиваю? Потому что интересно, как относится общество вообще к этому институту, как воспринимает, насколько этот институт результативный, насколько в обществе пользуются авторитетом депутаты городского, районного собраний. Ну, прежде всего, авторитет должен сам человек иметь уже собственный авторитет в обществе. А что касается местного самоуправления, это известная мировая практика во всех странах мира, во всех демократических странах, где идет процесс демократического строительства государства, но местное самоуправление везде оно присутствует. И в нашей стране, я выше говорил, Конституцией признается местное самоуправление. Это действительно нужный орган власти, потому что на местах люди уже сами выбирают из числа своих соседей, своих там друзей, жителей сел, территорий, наиболее таких людей, которые могут представлять их интересы на первом звене управления, то есть на уровне там, районов, на уровне сел. У нас же выборы еще и проходят и в селах, и в поселках, то есть сельские собрания. То есть это первое звено и как бы первый уровень власти, где сам избиратель, сами жители могут непосредственно влиять на органы власти через своих избранных депутатов. Поэтому я считаю, что это очень необходимый и важный орган власти, и он должен в нашей стране развиваться. Мы должны вот в своей работе его сохранить, те традиции, которые были заложены в начале в начале вот нашей современной государственности, который еще Владислав Григорьевич Арзенба, будучи президентом в 1998 году, уделял этому вопросу очень, я считаю, немаловажное значение. Вы знаете, в 1992 году, еще будучи шла война, в декабре было подписано постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия о переименовании, если помните, наших всех населенных пунктов. Вот с этого времени и у нас идет эта работа по организации местного самоуправления в нашей стране. Поэтому это очень важно. Во-первых. Во-вторых, это для наших молодых людей, это и первая ступенька. Люди, которые себя видят в органах власти, в политике, это их первая ступень. И я думаю, что мы должны ее укреплять, мы должны ее сохранить. И у нас впереди очень много надо принимать законодательных актов, которые бы регулировали многие вопросы, которые в настоящее время не регулированы. Ну, про требования к кандидатам мы еще успеем поговорить, но я знаю, что вы не баллотируетесь, не выдвинули свою кандидатуру.
Конечно, напрашивается вопрос, почему решили вот таким образом Ну, это мое личное. действовать. Значит, я уже в органах местного самоуправления с 2010 года. Я в 2010 году баллотировался в местное собрание сельское, потом в районное собрание депутатом. Потом меня избрали председателем 2 созывов собрания. Поэтому я считаю, что достаточно времени я поработал в этих структурах. И сегодня есть молодые ребята, которые хотят себя проявить. И поэтому мы им даем эту возможность. Вы коснулись немного вопроса, касающегося уровня кандидатов, да, требований к кандидатам. И мы, задавая этот вопрос здесь в студии некоторым экспертам, спрашивая их о том, может быть, надо наше законодательство вообще менять так, чтобы кто попало, не мог вообще баллотироваться и каким-то чудом не попал в собрание. Но вот некоторые эксперты говорят, что вы же голосуете за них. Вот Ну да, включайте согласен, да, голову. Вы конечно. как считаете, все-таки получается включать голову или законы должны для этого быть? Ну, я бы так не говорил, кто попало, попадает, потому что все, кто попадает в собрание, это в первую очередь наши граждане. Я так соответственно, утрирую, да, конечно, имею в виду дееспособные. без уровня образования, опыта, каких-то Это важных всё, знаний, которые да, могли бы вот это помочь все надо решению. уже регламентировать в нашем законодательстве, что касается там опыта работы, хотя оно и в законе прописано, там не более 3 лет работы, потом отсутствие судимости и так далее, и так далее. Там есть как фильтры, но если сегодня общество хочет и видит, что нужны еще дополнительные фильтры, никаких сложностей нету ввести новые, дополнительные фильтры вот в наше законодательство, чтобы, люди как-то более ответственно подходили к этим вот выборам. Ну, вы, руководя, можно сказать, коллективом, Да. хотя там независимые люди, но тем не менее вы как-то пытались их собрать, договориться, решить какие-то важные для жителей Гагры вопросов. Как вы считаете, вот каких людей не хватает? И что вот чаще всего происходит? Кто идет в собрание и каких людей, может быть, не Я хватает, вам не хватало пример, вам? пример приведу. Вот действующий созыв Гагрского собрания, у нас 25 депутатов. Из 25 депутатов действующих сегодня еще раз выдвигаются 14 депутатов. То есть это говорит о том, что люди хотят как бы работать в этой сфере, люди, видимо, учатся, хотят и дальше расти, поэтому есть востребованность у общества, востребованность у наших молодых людей к институтам власти и к местному самоуправлению в том числе. Конечно, нам нужны специалисты, люди, которые имеют в первую очередь опыт работы. Обязательно, вот, на мой взгляд, нужен опыт работы в структурах, там, государственных структурах, опыт работы там, в республиканских, там, в местных структурах, чтобы у человека был хотя бы опыт работы. Ну и немаловажно это образование. То есть образование, нам нужны образованные люди, желательно с высшим образованием. Ну, тут речь не столько, наверное, да, чтобы слушатели понимали, мы не о дипломах говорим, Нет, я не говорю о качественных диплом, знаниях, да, которые, качественные знания, да, которые знания, могли бы... да, образование, знания должны быть, чтобы человек мог, придя уже в местное самоуправление, разбираться хотя бы в азах, как говорится, у структуры, в азах структуры. И поэтому я считаю, что опыт и образование – это самое важное, необходимое. Сегодня нам нужны высококвалифицированные классные юристы, нам нужны сегодня экономисты, нам нужны сегодня инженера, нужны нам сегодня люди, которые могут в строительной сфере, в области жилищно-коммунального хозяйства специалисты. Подсказать, помочь. Да, помочь, поработать. Поэтому есть такая вот востребованность в этих специалистах. Астан Заканович, мы часто тоже слышим от представителей собраний о том, что вот им не хватает рычагов, а мы могли бы больше делать. Но, с другой стороны, у этого института свои задачи. И получает дополнительные рычаги, больше возможностей там, в формировании бюджета участвовать или там, в назначении. Если расширять эти полномочия, не пересекутся ли их, и не пересечется ли их или не будет ли дублировать их деятельность органов власти? Вы вообще к этому вопросу как относитесь, к этим разговорам? Вы знаете, о том, что у нас, расширять полномочия надо? Что касается полномочий, наши полномочия, вот, на мой взгляд, достаточно широко они расписаны в законе. Там достаточно хорошо
расписаны в этом законе о наших полномочиях. Да, можно расширять эти полномочия, если есть такая необходимость. Можно их, часть полномочий передать там органам государственной власти там, и так далее. То есть это все зависит от того, какая ситуация сегодня в той или иной области. То есть вот у нас сейчас мы активно рассматриваем тарифную политику. Недавно у нас была встреча в парламенте, там есть предложение, тарифы, которые принимаются на местном уровне, чтобы принимала уже Кабинет министров принимал эти тарифы для отраслей жилищно-коммунального хозяйства. Рассматриваются многие такие позиции. Вы, например, к этому вопросу как вы относитесь? Чтобы Кабмин решал? Или все-таки на местах Нет, на местах люди больше... должны, конечно, на местах должны, да, наши полномочия, конечно, надо на местах оставить эти полномочия и по возможности расширять эти полномочия, чтобы на местах, потому что депутаты местного самоуправления, они ближе к своим территориям, ближе к своим регионам. И еще у нас, знаете, регионы наши, тоже районы, они тоже отличаются друг от друга и по уровню экономики, и по уровню там, численности населения и так далее. Поэтому все это обобщать, брать под одну структуру, я считаю, на данном этапе нельзя. Надо отдать больше полномочий местным органам власти на местах, чтобы они им виднее. А так, если будут какие-то предложения, то эти предложения с мест можно будет уже рассматривать и на уровне парламента, и правительства. То есть в таком духе надо нам поработать и дальше. Если посмотреть на этот институт не в рамках района, а вообще в рамках государства, какое значение этот институт имеет, и способен ли этот институт вообще влиять серьезно на внутриполитическую ситуацию? Да, я считаю, конечно, он имеет очень важное значение. Во-первых, этот институт власти, это, я как говорил выше, это первая площадка, первая ступень, где мы можем готовить свои будущие кадры. То есть люди, приходящие в собрание, их избирают в территориях, значит, соответственно, у них есть уже какое-то влияние, какой-то маленький авторитет в своих обществах. Приходя в собрание, приходя в самоуправление, там уже можно и дальше подготовить специалистов. То есть это первое звено, где можно отобрать далее для подготовки уже других, руководящих и других кадров, специалистов. То есть это с этой точки зрения. Второе, это все-таки это мировая практика. Все страны, у нас есть побратимые города, они к нам приезжают, мы с ними делимся опытом. Мы видим, что во всех странах, в частности в Российской Федерации, большое значение придается местному самоуправлению. Понимаете, даже на уровне, как и было в советское время, местные советы, они играют, я считаю, что политической жизни страны немаловажную роль. Это, во-первых, формирование какого-то общественного мнения на местах. То есть донести до людей политику руководства страны, какие-то нормативные акты, законодательства, которые непонятно, например, через средства массовой информации, может местный депутат приехать к себе в село, по улицу. Вы кадастр упомянули, это тоже серьезная реформа. К нам очень много обращаются людей сегодня, а нету информации, мы можем запросить информацию, мы им даем эту информацию сегодня, куда пойти, где заявление написать, кому подойти. Вы представляете, со всех сел, городов люди будут приезжать в Сухум для того, чтобы получить какую-то информацию или попасть к какому-то чиновнику, когда на местах есть депутаты, а депутат, соответственно, он уже зная структуру власти, систему управления, он уже обращается, ему легче позвонить, узнать, запросить информацию и донести его до своего избирателя. В этом плане, я думаю, что институт очень важен. Астан Заканович, если вернуться в прошлое, когда вы только приступили к обязанностям главы, какие-то серьезные, может быть, вопросы, которые стояли, которые хоть как-то сдвинулись. Я понимаю, что жилищно-коммунальный комплекс, там масса проблем. Всех нельзя обеспечить, невозможно обеспечить качественным новым жильем. Я знаю, что нуждающиеся в жилье тоже в Гагарском районе много, и какую-то материальную помощь администрация пытается оказывать. Но, может, есть такие вопросы, которые, на ваш взгляд, вам удалось протолкнуть, убедить, может быть, администрацию? Практически, вы знаете, по всем вопросам, которые сегодня существуют в нашем обществе, на территориях, мы всегда находим понимание со стороны и местных администраций,
потому что только в совместной работе, в совместном понимании к проблеме только можно эту проблему решить. То есть если у нас будет один подход, у администрации другой подход, то эта проблема, она не решится, так и остается. Поэтому мы ищем общие подходы со своей администрацией, и уже там получаются результаты. Но я могу вам привести примеры такие, как вот благоустройство наших городов. Вот, например, в Гаграх мы с этим вопросом, у нас была очень сложная ситуация, имеется в виду незаконные строения, незаконные строительства, люди строили. Тоже, понятно, нужда была тогда и ситуация экономическая. Но сегодня в этом плане есть понимание со стороны населения, со стороны бизнесменов, что соответствующие правила, нормы архитектурные, строительные и так далее должны в любом городе, в любом селе, в поселке должны сегодня существовать. И в этом плане есть понимание. Я вот вижу, что ситуация сдвинулась в этой части. Также в части оказания материальной помощи, то есть мы уже на местах расширили, можно сказать, перечень категорий людей, которым мы можем оказать материальную помощь в связи с улучшением экономического положения в стране, там, поступлением финансовых ресурсов, увеличением доходной части бюджета. Это же деньги, которые мы получаем, соответственно, они идут на оказание материальной помощи, улучшение. В этом плане также мы вот расширили перечень. По финансовой части, по доходной части дисциплина улучшилась, на мой взгляд. Дисциплина в платежах за, например, те же коммунальные услуги, которые оказывают им, дисциплина по налоговым платежам. То есть вы считаете, что это вот заслуга в том числе? Лично, в том числе, да, мы также активно, я же говорил вначале, что совместно с администрацией, если мы будем понимать друг друга, мы понимали друг друга, и вот к этим результатам мы пришли сегодня. Я по Гагрскому району говорю, в частности. То есть и доходная часть у нас бюджета увеличилась за счет улучшения дисциплины, и благоустройство города сегодня улучшается, архитектурный облик улучшается. Впереди есть, конечно, проблемы. Это с экологией у нас связанные проблемы, вы знаете. Там много-много вопросов, которые еще будущим собраниям нужно решать, уделять огромное внимание. Астан Заканович, вот вы сказали, что третий созыв ваш. Да. Сейчас текущий созыв — это третий. Вы в общей сложности больше 12 лет. 15 лет. 15 даже лет. И как вообще меняется этот институт? У нас немного времени до конца беседы. Вот за это время этот институт изменился, на ваш взгляд, за эти 15 лет? Что вы там изнутри это видите, чувствуете? Какие-то изменения, может быть, со стороны общества, интерес к этому институту, влияние этого института? Я бы сказал, знаете, как отношение к этому институту изменяется. Меняется отношение. Сам-то институт не может поменяться. Он как бы законодательство 98-го года, мы там, в соответствии с законодательством... Вот даже по количеству людей, которые баллотируются. Да, вот 49 депутатов уже на каждое место, считайте, по 2 человека, конкурс есть. Да, здесь есть изменения. Есть изменения в плане возраста. Молодежи очень много. Люди, которые хотят работать, предлагают себя вот в этом плане. Потом уменьшился возраст претендентов. О чем это свидетельствует? Что вот смена элиты происходит на вот таком уровне? Во-первых, это смена элит, во-первых. Во-вторых, и наша молодежь, она желает служить своей стране, желает работать, желает, если человек сегодня баллотируется, он кандидат, значит, он хочет своему селу, своим людям, своим соседям оказать помощь, значит, он чувствует у себя потенциал, он может что-то сделать, поэтому они, молодежи, и баллотируются. Это очень хорошо. Вы знаете же, раньше, как это было, в местные собрания, в советы, местные советы, в горсоветы, тогда людей просто записывали. То есть, или приглашали как бы золотой созыв. Это про парламент я говорю, конечно. Нет, я имею в виду в советское время городские советы там были же, работали при местных администрациях. А сейчас другой подход. Есть конкурс, есть потребность. И наши люди тоже, они чувствуют своих депутатов на местах. И поэтому вот явка видна, будет, посмотрим. Вот прошлые выборы была хорошая явка, люди приходили, голосовали. Сегодня тоже, чтобы выборы состоялись, необходимо нам 25% явки. Я вот не помню, чтобы по какому-то участку у нас выборы не состоялись. Может, 1-2 где-то. Вот за последние 15 лет всегда эти выборы были связаны с интересом людей, с интересом жителей.
Ну, явка может по-разному свидетельствовать о вообще состоянии общества. С одной стороны, это высокий интерес может говорить о некой нестабильности, с другой стороны, и к качеству института это может иметь отношение. То есть, ну, это, да, такая дискуссионная тема для отдельного разговора. Мы вас благодарим за возможность пообщаться. Спасибо вам. Спасибо вам большое. А нашим слушателям напомню, у нас в студии был глава собрания Гагарского района Астан Агарба. Мы подвели итоги работы действующего собрания Гагарского района за 4 года.